Когда вы думаете о Боге, вспомните, насколько вы слабы. Вы не должны быть таким, но, к сожалению, будучи плоским, вы пали. Вспомните об отце, у которого есть маленький сын, которого он очень любит. Но сын убежал тайком во двор и вернулся весь в грязи. Что сделает отец? Накажет его? Нет. Сын, зачем ты сделал это? Дорогой, подойди, я тебя умою, полностью тебя очищу. А после того, как отмоет, смажет детским кремом, наденет чистую одежду, чистую обувь, сын будет счастлив. Папа действительно любит меня. Так же и Бог. В Псалме 114, в стихе 5 написано следующее. «Милостив Господь и праведен. Вы Его. Он вас не оставит. И милосерд Бог наш». Напомню, что милости Бога бесчисленны. Они вечны, они никогда не закончатся. Они обновляются каждое утро. Посмотрите на благословленного человека, я вернусь помолиться с вами. Как вы ходили раньше? Покажите нам. Я ходил так. Да. Так. Теперь положите его на плечо. Убери жар от Иисуса. Бог делает дело. Идите, убери жара. Иисус вас исцеляет. Слава Богу. Теперь помолимся. Отец, я молюсь за этого человека. Бог, я не знаю, кто сейчас молится со мной. Возможно, у него огромные нужды. Но я никогда не перестану верить, что Господь милостив, Господь праведен, и Бог, Господь, может возвысить этого человека. Я обличаю все зло, что есть в его жизни, и говорю: уходи, убирайся во имя Иисуса. А вы скажите: я верю. Благослови вас Бог.